Здравствуйте, уважаемые телезрители! На Юргане начинается рабочий полдень. Как всегда в нашем эфире мы обсуждаем актуальные темы и делимся полезной информацией. Для начала вот о чем. 23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи, животного, который символизирует мудрость, богатство и долголетие. Этот необычный праздник зародился 17 лет назад. Цель, конечно же, привлечь внимание к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми. А в этот день во всех местах обитания черепах проводятся акции, во время которых добровольцы спасают животных, делая для них переходы по оживленным шоссе, в местах миграции, либо в других опасных местах. Также участники акции добиваются для морских берегов, где черепахи откладывают яйца, статуса охраняемых законом территорий. Команда из Коми выступит на чемпионате Европы по фитнес-аэробике. Спортивный коллектив под названием Step Up выехал на чемпионат Европы по фитнес-аэробике. Соревнования пройдут, начиная с сегодняшнего дня по 27 мая в чешском городе Карловы Вары. На чемпионате мы будем выступать в номинации хип-хоп. Эта команда едет на соревнования впервые. Россию, кстати, на чемпионате представит команды из Красноярска, Кургана, ну и наши из Сыктывкара. В 2014 году спортсменки из Республики Коми уже выезжали в Чехию. Тогда они заняли 4-е место. Согласитесь, хороший результат. Надеюсь, в этом году им повезет гораздо больше, и даже больше, чем нашей сборной России по хоккею. 25 мая в 6 часов 15 минут из Воркуты отправится первый детский спецсостав в Ростов. Он доставит к Черному морю более 500 юных северян из Воркуты, Усинска, Печоры, Сосногорска и Котласа. Перед отправлением поезда в 5:45 утра на пассажирском перроне станции Воркута состоится торжественная церемония проводов маленьких путешественников. Всего в дни летних каникул сыктывкарские и котловские вагонные участки отправят в путь 16 специальных детских составов к местам отдыха и экскурсий. Большинство юных пассажиров, а это свыше 10 тысяч детей, поедут в Анапу, Ростов, Туапсе и Адлер. Ну а теперь к основной теме. Сегодня многие жильцы домов порой не знают, кто живет с ними на одной лестничной клетке, к кому они могут обратиться за какой-либо помощью. Объединению жильцов может помочь праздник, который ежегодно отмечается во всем мире. Это День соседей. Правда, с датой этого праздника есть некоторые разногласия. В Европе он отмечается в последний вторник мая, но, как правило, дату праздника и все мероприятия с ним связанные передвигают к ближайшим выходным. Где-то это последняя пятница мая, а где-то последнее воскресенье. В этом году мы тоже отметим День соседей в нашей республике. Масштабно довольно планируется. В ближайшую пятницу, 26 мая, у каждого будет, можно сказать, официальный повод узнать, кто живет рядом, если, конечно, вы еще не знакомы. Ну и как планируется провести этот праздник не только в городах, но и в районах. Мы сегодня об этом, конечно же, узнаем. Наш телефон 46 90 60. Если у вас есть хорошие соседи, с которыми вы часто общаетесь, дружите, можете позвонить и рассказать, передать им привет в нашем прямом эфире. А я с удовольствием представляю прекрасных дам, которые сегодня в нашей студии как раз подробно расскажут о том, как пройдет Международный день соседей у нас в республике. Итак, в нашей студии сегодня Александра Афонина, координатор проекта «Школа грамотного потребителя». Александра, здравствуйте. Добрый день. И также с нами Людмила Огнева, координатор всероссийской акции «День соседей». Людмила, добрый день. Здравствуйте. Александра, давайте вот начнем все-таки немножко с предыстории этого праздника. Я знаю, что, по-моему, он уже в республике у нас отмечается, но отмечался ранее, но не так, наверное, масштабно. Да, действительно, уже несколько лет, ориентировочно с 2014 года, этот праздник в республике, он отмечается. Естественно, зачинатель у нас Усинск, тот город, в котором очень интересные практики приживаются и широко распространяются. Они начали, все началось с того, что когда проводились общие собрания, сложно было вообще собрать кворум, то есть собрать собственников и вообще предложить им хоть какие-то варианты решения их жилищных проблем. И одна из управляющих компаний этот праздник взяла на вооружение, чтобы соседей передружить. Самое главное — создать определенное сообщество в доме. Мы сами понимаем, что это очень важно. Здесь не только мы с вами ставим целью провести общее собрание, но прежде всего жители должны знать, кто живет по соседству. Мы с вами знаем, что если соседи друг друга знают, меньше бед и неприятностей случается в этом доме. Бдительные соседи зачастую серьезные преступления
предотвращают, да, если вы знаете прекрасные примеры бабушек, которые бдят, и квартирные кражи благодаря им раскрываются. То есть вусинцы взяли это на вооружение и достаточно интересно празднуют. Они проводят семинары для всех собственников, рассказывают. То есть управляющая компания сама проводит для собственников. Им очень важно, чтобы собственники были грамотные, чтобы они знали не только свои права, но и обязанности. Они тем самым в семинаре узнают друг друга. Руководитель управляющей компании, которая этот семинары проводит, она рассказывает о себе, о том, какие у нее подходы к работе, о том, с какими проблемами сталкивается управляющая компания. Более того, они проводят на самый красивый двор конкурсы, они вместе благоустраивают, делают красивые газоны, высаживают вместе цветы. Что интересно, директор управляющей компании вместе с собственниками это делает. То есть они рядом, они вместе, тем самым у них достаточно мало конфликтов возникает, не только между соседями, но и с управляющей организацией. Полный консенсус, можно сказать. Да, они проводят замечательные субботники. То есть это вот такое маленькое начало было, да, в Республике Коми. И с каждым годом все больше районов к этой акции, к этому празднику присоединяется. В прошлом году было 8 районов. Вот ярче всего Сыктывдин праздновал в прошлом году, нам очень понравилось, мы были у них в гостях. Вот как раз мы скоро узнаем, как праздновал Сыктывдин, и что будет в этом году. Сейчас мне подсказывают, есть телефонный звонок у нас. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Если можно, громче, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Вас беспокоит Сусогорска, Удырский район. Я хочу передать большой привет своей соседке Кочевой Елизавете Иосифовне. Мы больше 20 лет вместе жили на одной площадке. Это замечательный педагог, она педагог начальных классов. И мы так дружили, но так получилось, что мне пришлось уехать с этого подъезда. И вот я надеюсь, что в новом подъезде я найду такую же соседку, как она. Ну что же, желаем вам это сделать. Действительно, на самом деле, наверное, это очень сложно сделать шаг, да, постучаться к соседу в дверь иногда. Мы как-то, наверное, все-таки вот то ли стесняемся, то ли от занятости какой-то. Постучал, знаете, как зовут человека, с кем ты действительно живешь рядышком. Это действительно сложно. Мало кто, даже вот мы знаем, что в основном двери в многоквартирных домах закрыты. Мало кто при открытой двери подойдет и спросит, все ли в порядке. Жуть в том, что даже когда раздаются крики, плач, да, из соседней квартиры, мало кто подойдет, постучит, узнает, все ли в порядке, вызовет службы спасения. Вот этот праздник, он на это и нацелен. Мы должны с вами знать, мы должны понимать, что мы не только, как сказать, наши интересы пересекаются в доме, мы должны приходить друг другу на помощь и на выручку. Я сама лично периодически, вот пока заехала новая семья в дом недавно, купили квартиру. Я не знала, что они, когда уходит собака, у них дверь нараспашку. Но кто знал об этом, да? Я, естественно, задалась вопросом, что такое, мало ли что-то произошло, мало ли... Ну, в голове было, что попало, простите за выражение. Постучалась, оказалось, все нормально, просто дочка, выходя на улицу, выгуливая собаку, открывает, ну, не закрывает дверь, а дверь под сквозняком открывается. Дети имеют такую особенность. Да, здесь все в порядке. Хорошо, у нас дом маленький, есть домофон и мало незнакомых людей в подъезде. А если это 9-этажка, всякое может случиться. И вот такая бдительность, она помогает сохранить ведь кому-то жизнь. Поэтому вот очень хороший звонок был. Надеемся, что вы действительно найдете замечательных соседей, будете дружить во всем доме. Людмила, скажите, пожалуйста, как у вас в прошлом году проходил праздник? Какое место праздник стало таким центровым? В прошлом году, добрый день всем, в прошлом году очень широко и очень дружно прошел праздник у нас в поселке Гаринский, сельское поселение Пашга. К сожалению, в этом году там ремонт Дома культуры, и они немножечко передвинут проведение праздника, но на самом деле гулял весь поселок. Вот Александра Сергеевна присутствовала, не даст соврать. В этом году тоже очень широко Соколинский район планирует проведение праздника. Расскажу немножечко вам про мероприятие. Сама являюсь главой сельского поселения Шошка, поэтому расскажу, что запланировано у нас на территории. 26 мая начнется у нас праздник с акцией «Белая сирень» по посадке белой сирени возле памятника павшим воинам. Далее планируем благоустроить детские площадки, 2 площадки на территории села, покрасить, небольшой ремонт провести. И вечером у нас спортивные мероприятия запланировано районного масштаба, в том числе и город Сыктывкар присоединится. Это ночной футбол. Так что мы вас приглашаем в 7 часов вечера, открытие возле школы
села Шошка. Ну и дальше мероприятия у нас запланированы еще всю неделю. Это субботники по благоустройству территории перед Святой Троицей, перед великим праздником. Это уборка кладбища. Причем субботники на кладбище запланированы практически во всех поселениях. В селе Зеленец, например, по Дню соседей у них запланированы мероприятия. Это обсуждение в населенных пунктах народного бюджета. То есть это будут собрания жителей, обсуждение народного... То есть не только празднование, еще будут и серьезные вопросы. Серьезные вопросы. Это выбор старост населенных пунктов, это вопрос сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. В общем, на самом деле мероприятия разные. В воскресенье, например, в селе Палевицы запланировано культурно-массовое мероприятие. Это большой концерт у них, отчетный концерт художественной самодеятельности. Это вот Палевица. В Часово запланированы мероприятия по благоустройству также площадок, тоже субботники. Там вплоть до того, что населенные пункты помогают друг другу в уборке. То есть, очень интересные даже мероприятия. На таком уровне соседи. Да. Это здорово. На самом деле это хорошо, что есть отклик от жителей. Нам, например, в администрацию поступали звонки от жителей. Людмила Александровна, давайте вот это вот сделаем, вот там-то приберем. Вот это очень хорошо, когда есть вот такой отклик. И на самом деле это людей очень сплочает, и какие-то идеи рождаются вот именно при проведении таких мероприятий. Ну что ж, это здорово, что люди сами проявляют активность. У нас тоже телезрители активны. И вот кто-то из них дозвонился к нам в эфир. 46 90 60, напоминаю всем остальным телефон. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Алло. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Мой звонок из села Шошка. Меня зовут Надежда Вениаминовна. Очень хочу сказать, во-первых, огромную благодарность нашему руководителю села Шошка. Вот она сидит перед нами, Людмила Александровна. Это прекрасный человек, прекрасный руководитель. Благодаря ей растет наше село, расцветает. С соседями живем дружно, стараемся в подъездах наводить порядки, палисаднички делаем, украшаем все. В общем-то, и хочется обратиться к инициативным, которые не очень-то хотят вот это делать, обратиться к всем жителям села, чтобы наводили свои придомовые территории, свои огороды, чтобы весь мусор убирали, потому что это лицо нашего села. Вдоль дороги автобус заходит, и вот это все. Вы знаете, очень хочется, чтобы было красиво. Хотя у нас очень большие сдвиги в нашем вот этом селе благодаря только этого руководителя. Сколько сил она сюда прикладывает. Просто вот вся организация труда, это ее рук. Если она вышла на мусор, убирать мусор в самом рядном месте, убирает Людмила Александровна. Естественно, и мы стараемся, и чтобы было чисто, красиво, хорошо. Дай Бог ей здоровья и творческих успехов в дальнейшем. Спасибо. Спасибо за звонок. Напоминаю остальным телезрителям, что вы можете тоже позвонить и передать привет своим соседям, пусть даже по лестничной клетке, с которыми вы, может быть, и редко очень видитесь. Кстати, такое вот в многоквартирных домах случается, что ты иногда даже не знаешь, месяцами можешь не видеть соседа, потому что у вас разное время там прихода, ухода на работу и так далее. А вот в селе, наверное, там постоянно все друг у друга на виду. Там, наверное, вот в плане соседских отношений, наверное, ситуация все-таки получше, не будем скрывать. Да, совершенно верно. Особенно вот в небольших населенных пунктах, как у нас, это частный сектор. Я сама, когда переехала с города Сыктывкара жить в Шошку, для меня было это очень удивительно. Когда идешь по дороге, там тебе все помашут рукой, скажут, спросят, как твое настроение, как твои дела. И была очень удивлена моя мама, когда приехала в гости, а у нас, извините, дверь там прикрыта палочкой, как в старые добрые времена. Это очень хорошо, когда есть вот такое внимание друг к другу. Да, на самом деле. Александр, наверное, вот все-таки больше, наверное, акция, возможно, направлена на жителей многоквартирных домов, потому что действительно в подъездах сейчас квартир много. А вот если вспоминать советское прошлое, то там действительно все друг про друга в подъезде все знали, даже в доме. Сейчас ситуация наверняка другая. Раньше, я еще помню своего детства, мы дружили действительно всем подъездом. То есть я прекрасно помню Новый год, когда все дети в одной квартире, а через лестничную клетку все родители в другой квартире. Это было действительно дружно, мы дружили всем подъездом. К сожалению, сейчас все разъехались, но все, кто меня видит, мои бывшие соседи, большой привет вам. Чем больше дом, тем меньше мы знаем соседей. Вот последние собрания, например, в больших домах, показывают, что это действительно проблема. Особенно в новых домах, когда люди въезжают, выезжают, делают ремонт, и мы друг друга абсолютно не знаем. И с этим ведь ряд проблем сталкивается не только на бытовом плане, да,
То есть в юридическом, да, вот сами знаете, скандальные сообщения в СМИ, когда там подделывается протокол общего собрания, только потому, что мы друг друга с вами не знаем. Когда мы знаем, что в такой-то квартире человек выехал, то это мероприятие проходит намного проще, и проще выловить какие-то, вот, знаете, махинации и злоупотребления со стороны управляющих организаций. В любом случае, вот, знать друг друга нужно не только потому, что безопасно решать какие-то вопросы, просто вот это... Человечески даже. Человечески, да. Всегда вот иногда там, даже по-соседски, вот сами, может быть, вы заметили, мы по-соседски даже друг у друга соли не просим теперь. А хотя в советские времена это было. Мы были дружнее. И сейчас вот наша с вами угрюмость, она это распространяется и на нашу с вами жизнь. Вот как мы с вами не общаемся со своими соседями, мы очень редко справляемся, как у коллеги дела, а все ли нормально. И иногда бывает просто подбодрить человека в его жизни является просто переломным моментом. И у него что-то в жизни меняется. Вот, к сожалению, многие соседи меня спрашивают: вот здесь, оказывается, ты не уехал, потому что мы поздно приходим с работы, потому что из детского садика мы обязательно должны прогуляться, и возвращаемся поздно, и только по шуму перед сном все понимают, что да, В квартире действительно. кто-то есть. Да, я, кстати, прошу прощения у моих соседей снизу за то, что мы шумим, особенно рано утром в выходные. Татьяна, прошу вас простить нас за это. Вот, кстати, с точки зрения того же шума в плане ремонта, наверное, тоже очень важно, когда соседи друг друга знают, потому что здесь незнакомый человек только вызывает агрессию, когда ты договоришься с человеком, что вот у меня будет ремонт, тогда-то, тогда-то. Да, действительно, когда мы друг друга знаем, мы заранее попросим прощения, поблагодарим, а самое главное, мы предупредим о том, что у нас будет с вами там ремонт, особенно это вот с перепланировками связано. Бывает так, что вот, соседи не могут уделять время ремонтным работам в рабочее время, не могут нанять бригаду, они делают это за пределами, то есть в выходной день, это еще полбеды. Самое ужасное, когда делается это вечером. Действительно, когда у соседей очень хорошие отношения, и он действительно понимает, какие-то работы они выносят на улицу, да, то есть как-то меняют, стараются быть потише. Вот мои соседи, когда делали ремонт, предупредили сразу, то есть мы были готовы, что в такое-то время будут... Хотя бы морально просто. Да не просто морально, ребенка спать укладывали, например, уезжали к бабушке, либо на это время с коляской уходили из дома. То есть такой момент тоже можно предусмотреть. Всякое в жизни случается. Вы знаете, добрососедские отношения большую роль играют тут в таких бытовых неурядицах, как протечки. У нас бывает, что многие соседи делают дорогущий ремонт. Что делают они все коммуникации? Под толстый слой бетона, под красивую плитку. И когда случается авария, и эту плитку надо разбирать, очень много неприятностей происходит. И хорошие соседские отношения зачастую решают эту проблему. Сами знаете, многие случаи. Вас не пустят. Да кто ты такой? Иди, да, до свидания. есть. То есть, а когда мы между собой общаемся, иногда сосед с соседом посоветуется. А может быть, сосед меняет стояки, он поговорил с соседями сверху, снизу, собрались всем подъездом, быстренько договорились, поменяли все и сразу. То есть такие вроде бы мелочи. То есть момент договора, да? То есть, да, когда можно договориться. Сами понимаете, что мое желание, да, будет ограничиваться желаниями другого человека. И здесь нужно находить компромисс. Это очень важно. Сейчас у нас люди, вот я это замечаю и по работе, люди просто перестали уметь разговаривать между собой. Многие проблемы можно проговорить. И вот праздник-то как раз-таки есть возможность встретиться с соседом, да, по-доброму обсудить какую-то проблему и свести какой-то огромнейший конфликт на нет, да, и наконец-то зажить дружно в доме своем. Людмила, вы со своими соседями как часто общаетесь и встречаетесь? Но я в силу своей трудовой деятельности тоже прихожу домой очень поздно. Бывает, и на выходных меня нет. Но, конечно же, мы все общаемся. Конечно же, мы все дружим. Есть, может быть, какие-то объединяющие моменты, например, какой-то праздник, тот же Новый год или Рождество, или что-то такое? Вы знаете, в Новый год и в Рождество я на посту, поэтому я дружу со всеми своими жителями, со всеми соседями. Поэтому вокруг меня живут родственники. Это село, да, там все друг другу родственники, все друг другу близкие. Поэтому, в принципе, мы со всеми общаемся, со всеми находим общий язык. Но вот этот момент такой общности какой-то чувствуется, вот когда вы в работе, например, какие-то рабочие моменты возникают? Очень чувствуется, очень. И если смотреть разницу города и сельской местности, конечно, это ощущается, и намного проще работать. У вас там, наверное, если кто-то, допустим, появляется чужой, сразу все так
Сразу все нам Все, да, звонят. там кто-то идет по селу. Есть такое, есть такое. Это всё. Ну, очень много у нас приезжают с города Сыктывкара. Есть, конечно, с кем мы пока не знакомы, но я думаю, все впереди. Познакомимся, будем также общаться, работать вместе. Ну, то есть новые люди заезжают тоже, просто к вам приезжают жить? Приезжают, покупают дома, и из других городов к нам приезжают, потому что мы недалеко от города Сыктывкара, поэтому... Вы как-то к ним сами, вот как показывают, знаете, вот в американских фильмах, с пирогом там сразу знакомятся. Есть такие вещи? Но если обсуждать вот по работе, именно это подворовые обходы, и, конечно, вот тогда мы с людьми знакомимся. Кто-то к нам приходит пообщаться, познакомиться в администрацию. Мы всегда рады. Это хорошо, что такая дружелюбная администрация. Везде бы так. Есть у нас телефонный звонок. Добрый день. Здравствуйте. Слушаю вас. Это из Зеленца, Распутина Герда Федоровна. Я хочу передать своим соседям поселкам. Поселку не очень большой привет. Это моя родина. Вильгерту селу, там живут у меня дочки. В Зеленце живу я и мой сын. И вам я желаю всего доброго. И соседка у меня в Зеленце, Валентина Михайловна Сталик, прекрасная женщина. Она пишет замечательные стихи. Мы живем на одной площадке. У нее клуб «Стихия», и она приглашает нас в ветеранский хор в эту стихию. Короче, мы не только живем рядом, мы общаемся в этом кругу. И я очень рада, что у меня такая соседка. И вам больших-больших-больших хороших успехов во всем и хороших соседей. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Спасибо большое. Очень приятно. Ну, мы, кстати, друзья, вышли на улицы города и спросили у людей, прохожих, знают ли они вообще своих соседей, как они с ними строят свои отношения. Вот что отвечали люди на улицах. Давайте посмотрим. Скажите, пожалуйста, как хорошо вы общаетесь со своими соседями? Хорошо общаюсь. Очень хорошо. Хорошо. Добродушные соседи у меня, Да. хорошие. Замечательные соседи. Замечательно, но в основном пенсионеры все так. Честно говоря, с ними почти не общаюсь. Когда вижу, здороваюсь. Нет. Да, А по именам их знаете? знаю. Надя, Люда, Ирина, Раиса, всех могу. Да, Я и не детей знаем. Своих соседей я знаю. Вообще никак. Может быть, вы какие-то праздники вместе отмечаете? Ну, вместе не отмечаем, но поздравлять. Вот моего мужа приходили соседки с юбилеем, с цветами, с букетом. Нет, к сожалению, нет, как-то не приходится. Ну вот бабулям помогаем пенсионерам, если что-то там, просят там где-то что-то отпало, приколотить, так. Вообще-то бывало, что пили мы вместе чай. Не знаю, не приходилось. А праздники, может быть, какие-то вместе отмечаете? Нет. Новый год отмечаете, например? Ну, я на баяне играю. Вы на баяне вместе играете? И на гармошке могу. Продолжается рабочий полдень. Ну что ж, видите, как раз в большинстве своем, оказывается, люди довольно-таки хорошо осведомлены, кто живет в соседних квартирах. На гармошке, кстати, играет и у нас во дворе. Поэтому большой привет нашим дружным соседям тоже по двору. Мы говорили о том, какие мероприятия пройдут у нас в Сыктывдинском районе. Что касается столицы, Александра, можете озвучить, что будет у нас тут? Конечно, у нас в основном все дружно выходят на субботники, потому что есть территория, которую управляющая компания не убирает, но она ничья, либо хочется что-то благоустроить, и мы все дружно выходим. У нас с соседями тоже запланировано. Если снег у нас не выпадет, то мы будем высаживать цветы. Это уже у нас традиция. Как только устанавливается погода, мы благоустраиваем клумбы. И все больше людей, вот все больше соседок подключается к этому. Мы сами высаживаем рассаду. Вот Галина Анисимова поделилась с нами бархатцами. Они у нас уже достаточно большие. Скоро они будут все жить у нас на нашей клумбе. Самое интересное, что это позволяет более уважительно и другие дома относиться к нашему двору. Вот. Будут массовые праздники спортивные, то есть орбита отметит, как всегда, активно, и у них будут спортивные дворовые мероприятия. Их будет очень много, и, как правило, орбита очень дружная, и всегда интересно, у них проходят всякие праздники. Вот если взять, например, другие города, Троицко-Печорск нас удивил потрясающей акцией «Качели детям». То есть они все вместе будут во дворах строить качели для своих деток. Это очень хорошее мероприятие, это очень доброе мероприятие. Самое главное, что вокруг детей опять объединится очень много взрослых, и они своим деткам сделают приятные качельки, построят. Ухта нас удивила, и Сосногорск, замечательными
турниром по фигурному катанию. Представляете, два таких больших соседа будут соревноваться, кто же круче в фигурном катании. Потом они нас удивили. Потрясающая акция – это соседская скамейка. Мы с вами заметили, что во дворах скамеек ведь нет. И бабушки наши с вами уже перестали сидеть во дворе. Самые главные наблюдатели. Самая главная наблюдательная комиссия наша с вами сейчас не работает, потому что скамеек нет. Они решили благоустроить дворы, построить скамейки, то есть установить. Это очень хорошее начинание. Самое приятное, что теперь соседи после работы в хорошую погоду могут просто посидеть и поговорить. Ведь обсудить какие-то вопросы соседские, да просто узнать, как баба Зина там с соседнего подъезда живет, что у нее новенького в жизни. Вот это единственное место коммуникации, наверное. Потом Воркута, конечно, хоть и по колено в сугробе, но они решили провести субботник по возможности, если у них метели не будет. У них и спортивные мероприятия. Самое интересное, что они вот были инициаторами создания у себя центров общественного жилищного контроля, которые помимо такой помощи жителям будут еще учить. То есть у нас теперь есть свой филиал в школе грамотного потребителя в Воркуте. Потрясающий координатор Антон, он уже не раз приходил на выручку. Кстати, сам сотрудник управляющей компании. И вот они прям взялись и всей Воркутой будут не только благоустраивать, но и учить своих соседей жить по-соседски и, самое главное, соблюдать свои обязанности, то есть не переходить границы дозволенного. В общем, получается, что праздник будет планируется довольно масштабным. Людмила, в заключение эфира, ваши вот мысли по поводу того, как хорошо, когда соседи добрые? Ой, вы знаете, это очень важно на сегодняшний день, потому что, ну вот только Александрия говорила, когда мы были маленькие, нас ведь даже родители соседям оставляли. Вот ну надо куда-то убежать. И, конечно же, когда вот есть такое взаимопонимание между друг другом, это друг на друга положительно влияет. И что тут еще добавишь? Дружите, конечно, соседи. Всем привет жителям Шошки. Что ж, огромное вам спасибо. Действительно, надеемся, что это начинание будет только разрастаться с каждым годом. И соседи, которые дружат друг с другом, будет действительно гораздо больше. От этого, конечно же, будет меньше проблем. Спасибо вам большое. Желаю, чтобы праздник у вас, лично в ваших домах и в населенном пунктах прошел хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Друзья, напомню, что в нашей студии сегодня была Александра Афонина, координатор проекта «Школа грамотного потребителя», и Людмила Огнева, координатор всероссийской акции «День соседей» и глава сельского поселения Шошка. Еще раз огромное спасибо. С вами мы не прощаемся. Впереди нас ждет реклама, выпуск новостей и полезная информация, которую нам расскажет следующий гость. Так что оставайтесь в эфире. Передаю тебе слово. Спасибо, Александра. Мы продолжаем, друзья. И сейчас поговорим вот на какую тему. В Коме стартовала профилактическая акция «Стоп обман». Какие цели она преследует, мы узнаем прямо сейчас от Сергея Филиппова, начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности Управления розыска МВД по Республике Коми. Сергей Николаевич, добрый день. Добрый день. Насколько действительно актуальна эта проблема в последнее время? Что можно сказать на этот счет? Ну, проблема действительно актуальна, потому что ежедневно у нас регистрируются данные сообщения о совершенных преступлениях в отношении граждан Республики Коми. Это порядка 10 фактов каждый день регистрируется, а за истекший период уже зарегистрировано более 500 данных обращений. То есть преступления ежедневные различного вида, способа по данной тематике вот у нас. Более 500 обращений, это вот с начала года? С начала года, да, за истекший период где-то будет, да, более 500 преступлений уже зарегистрировано. По сравнению с прошлым годом, это есть рост какой-то или на том же уровне примерно? Именно данный вид преступления как бы набирает обороты, да, он растет, потому что потерпевших с каждым днем становится больше и больше. Давайте вот расскажем, о каких преступлениях идет речь в данном случае. Значит, ну, виды преступлений и мошенничества именно разновидность. Это в первую очередь гражданам поступают звонки на стационарный телефон, на домашний, где предлагают уплатить какую-то определенную денежную сумму за изволение, значит, близких родственников из органов полиции, которые якобы попали туда по своей вине. Также имеется у нас, значит, розыгрыш различного вида товаров, за которые, если вы не можете приехать, допустим, в город Москву, чтобы получить свой приз, можете получить денежную компенсацию. Также это у нас получается за возврат денежных средств за БАДы, биологические добавки, где потерпевшие у нас в какое-то время обращались, допустим, по бегущей строке на телевизоре, либо какую-то программу, либо в других средствах массовой информации по объявлению обращались за приобретением какого-либо лечащего медикамента. Да. И в последующем им спустя какое-то время, обычно это бывает даже год-полтора проходит, им звонят лица, которые говорят, что препарат был неисправен, вам полагается компенсация. Люди на это активно верят и идут на эти
ухищрения злоумышленников. Вот вроде бы столько говорилось и говорится, продолжает о мошенничестве, но все равно люди у нас, получается, доверчивые, раз постоянно. Ну да, большая категория, значит, лиц, кто подвергается этому виду преступления, это, конечно, престарелые граждане, как бы более открытые, более доверчивые, старушки, старей, дедушки у нас, как бы на больше от них больше попадаются. всего обращения, да? Да, потому что более кто продвинутый, как бы могут перепроверить, перезвонить, как-то собраться в этой ситуации. Ну, а старики сразу падают в депрессию, волнуются и попадают на эти уловки. Вот в рамках той акции, которая сейчас началась, «Стоп-обман», что запланировано сделать? Значит, акция у нас проходит с 22 мая по 10 июня на территории всей республики в целом. Ну, ее, конечно, основная цель – это предупреждение преступлений данного направления. Значит, планируется у нас проведение посредством официального сайта, значит, МВД республики. В средствах массовой информации постоянно информируется население о данном виде преступлений, которые совершаются в отношении наших граждан. Соответственно, расширяем аудиторию, привлекаем членов общественных советов при подразделениях ведомств, которые помогают сотрудникам полиции проводить, значит, различные акции, беседы с гражданами собираем, да, вот. В медицинских учреждениях, в каких-то соцучреждениях также проводятся, значит, в общественной приемной главы Республики Коми проходили горячие линии, постоянно, где информируются люди, выслушиваются также их проблемы, которые возникают. В рамках акции подключили волонтеров гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова, это «Ветер перемен». Они уже проводят, значит, раздачу листовок, агитацию, сбор, значит, информации, в отношении кого совершаются преступления, большую категорию граждан, какая попадает, какого вида преступлений, для последующего анализа данной информации. Ну и также будет проведение опроса общественного мнения, значит, об информировании граждан о видах и способах мошенничества. Наверняка эти преступления чаще всего совершают люди, которые находятся за пределами республики, я так понимаю, да? Ну, большая часть, да, как показывает наша проделанная работа уже в данном направлении, это активно начали работать с 2015 года, потому что рост увеличился именно в этот период, и на который имеются у нас, значит, сведения уже и раскрытые преступления. Лица в основном находятся за пределами территории Республики Коми, совершают оттуда. То есть они используют, видимо, эти мобильные средства связи, да, современные? Ну, да, в первую очередь ресурсы сотовой связи, потому что они доступны и везде можно с ним передвигаться, и ресурсы интернет, которые также находятся в мобильных телефонах. Есть прецеденты, что нашли уже кого-то? Да, такие прецеденты есть. Лица установлены были как у нас и в Самарской области, в городе Москве, Московской области, да, в городе Санкт-Петербурге, в Новосибирской области. Лица также были установлены как и находящиеся в местах лишения свободы, так и, получается, просто кто проживает на территории. Ну а как вообще вот основной метод борьбы получается вот с мошенничеством? Это все-таки прежде всего, наверное, информирование населения, потому что, видимо, надо постоянно говорить, потому что люди забывают, особенно вот, да, кто старшего возраста. Да, потому что проводится профилактическая работа именно по предупреждению первоначально, да, вот при как бы пресечении профилактика. Но все равно люди, которые попадаются в последующем уже, допустим, на уловки мошенников, и когда им задают повторный вопрос, что «а вы знали об этом?», догадывались они, да, вот как бы думали, но все равно надеялись на обум или как-то пытались выиграть какое-то денежные средства. Какие-то вот есть, можете дать какие-то, может быть, советы или рекомендации, как избежать вот попадания на крючок к мошеннику? Ну, рекомендации в общем, это в первую очередь, если касаемо того, что вам обратились по поводу, значит, вашего родственника, который попал в полицию, перезвоните этому родственнику. То есть у каждого родственника же средства связи, там, если у родственника вы не знаете, то есть же супруг, там, супруга, дети, внуки. Значит, если к вам приходят по соцобеспечению, как у нас вот есть такие факты, где приходили, предлагали там свои услуги, после этого пропадали денежные средства у пенсионеров. Также вы же знаете своего там соцработника, который постоянно к вам приходит, либо организация, к которой он направляется, созвониться, уточниться конкретно фамилия, имя, отчество, кто должен подойти, либо должен вообще прийти или нет. Значит, по блокировке банковских карт приходят сообщения на сотовый телефон, то, что ваша карта заблокирована, либо были сняты какие-то денежные средства с вашего счета. То есть непосредственно нужно обратиться в банк, в котором находится ваш счет, ваша банковская карта обслуживается. И, соответственно, выяснить информацию от первоисточника. Не перезванивать по непонятным, незнакомым вам номерам, говорить вашу личную информацию, личные номера сообщать. Ну и если уж такая ситуация произошла, в первую очередь сразу незамедлительно обращаться в органы правоохранительные, то есть, соответственно, в ближайший пункт полиции с заявлением о данном преступлении. В последующем, если это произошло с вашим счетом в банке, то, соответственно, его блокировать, проинформировать, соответственно, в банк о случившемся. Они там уже вам помогут, подскажут, необходимые меры манипуляции провести.
Что касаемо сотовых телефонов, когда приходят смс-сообщения с, значит, непонятными для вас смс, да, сообщениями, там сейчас распространено, что ошиблись, там положили не случайно на ваш счет денежные средства, либо звонок там о том же выигрыше, как бы сразу не надо реагировать, там переводить опять же какие-то денежные средства, либо сообщать свои данные. То есть все это можно перепроверить. Так что, в общем, бдительность, еще раз бдительность. Да. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что все-таки статистика по мошенничеству будет уменьшаться, в том числе благодаря и нашей с вами бдительности, уважаемые телезрители. Но вам желаем хорошей раскрываемости. Только спасибо, что всех нашли. Друзья, всего вам самого доброго, удачного завершения этого рабочего дня и до встречи в рабочем полдне в 12:00 на телеканале Юрган. До свидания.